12 по 13 апреля прошла встреча для представителей некоммерческих организаций и родительских объединений, входящих в ресурсный центр Харасхал Плюс. Участие приняло 13 человек с разных уголков Якутии. Целью мероприятия стало объединение родителей и содействие дальнейшему развитию родительских НКО. Поступил запрос от родителей, естественно, после очень долгого перерыва, связанного с COVID-19, они хотели какой-то толчок, чтобы дальше творить, дальше работать, понять себя. И поэтому с руководителем, с Марией Рожиной, решили провести форсайт-сессию. Мероприятие началось с форсайт-сессии на тему НКО, ценности, стратегии и возможностей. Спикером стала Ольга Бородина, практический психолог, коуч и бизнес-тренер. С участниками обсудили сильные и слабые стороны их организаций и управленческие этапы. Следующая встреча прошла в формате проектной сессии, которую провели Ольга Романова и Анна Михайлова. С участниками они не только обсудили тему проектной деятельности некоммерческих организаций в рамках реализации национального проекта образования, но и создали новый проект в формате бизнес-игры, где все участники встречи станут организаторами. Во второй день психолог фонда Харасхал Елизавета Зарубина провела тренинг «Лидерство. Искусство управлять и быть собой», в рамках которого провела несколько упражнений, способствующие большему пониманию себя и своих желаний. После Лидия Кондратьева, владелец и основатель компании «Стиль-маркет», провела мотивационный семинар «Источник энергии» об искусстве оставаться сильной, изучать энергию и оставаться женственной. Между каждым семинаром участников ждал фуршет, а двухдневное мероприятие завершилось коллективной фотосессией с профессиональным фотографом. Мероприятие мне очень понравилось. Я считаю, что это было очень важно, полезно именно для нас, активных мам, которые занимаются таким делом, как благотворительностью, общественные организации у нас у каждой. За нами стоят родители, у которых одна проблема. Мы объединены одной целью, здоровью наших детей, их дальнейшая судьба, их дальнейшая жизнь, адаптация в жизни. Встреча прошла в теплой и душевной обстановке. Все участники остались довольны мероприятием и отмечают необходимость чаще проводить такие очные встречи.